Здравствуйте, Арсений Сергеевич. Наши телезрители, радиослушатели нам задают очень много вопросов. Конечно же, жителей республики волнует только один вопрос – это лесные пожары в нашей республике. Какова сегодня реальная ситуация и какие меры предпринимаются? Безусловно, ситуация с пожарами сложная. На сегодняшний день мы тушим 65 пожаров на площади чуть менее 500 тысяч гектаров. При этом хочу сказать, что, конечно, за последнюю неделю у нас серьезные успехи. Мы сократили количество пожаров в республике на более чем 100. Это очень серьезное достижение всех тех, кто борется с пожарами. Еще раз хотел бы поблагодарить всех тех, кто находится на передовой борьбы с пожарами, и Федеральный резерв, и республиканские наши силы, местное население, добровольцев, всех тех, кто, не щадя себя, тушит пожары. При этом хочу сказать, что в этом году, конечно же, мы приняли все меры для тушения как можно большего количества пожаров. И если сравнить с прошлым годом, вот как раз с аналогичным периодом прошлого года, то мы сейчас потушили уже 353 пожара. В прошлом году на это время 223 пожара. Мы, причем это сделали сейчас на площади порядка 250 тысяч гектаров. А в прошлом году на этот период у нас было потушено всего лишь 46 тысяч гектаров. То есть мы действуем гораздо эффективнее, гораздо более масштабнее, чем прошлый год. И это на самом деле обязательно дает свои плоды. Вместе с тем, конечно, ситуация по нескольким районам у нас сложная. Это горный район, это Вилюйский, Верхневилюйский, Сунтарский, Нюрбинский, Мирнинский, Хангаласский, Намские районы. По некоторым из них ситуация тоже начала значительно улучшаться, в том числе и при использовании авиации, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства обороны Российской Федерации. Более такой, скажем так, продуманная работа по управлению тушением пожарами по ряду районов. Но, конечно же, есть и пробелы, мы их не скрываем. В частности, все-таки то, что нам не удалось вовремя локализовать пожары горного района. Мы их несколько раз локализовывали, но из-за сильного ветра, из-за сильной жары все-таки пожар как бы убегал, как это называют, да, и развивался, особенно вот в районе Магарас, поэтому сейчас вот как раз дым, который у нас в Якутске последние дни, это дым от этого большого пожара, ну и еще приходит от нескольких тоже пожаров в Горном Улусе, которые как раз, мы не смогли вовремя локализовать. Сейчас все силы брошены на то, чтобы достичь максимальной локализации этих пожаров. Это поможет нам в ближайшее время уже снизить напряженность как раз дымовую для жителей города Якутска, и для других населенных пунктов, куда этот дым сейчас приходит. Александр Сергеевич, в этом году у нас в республике пожары начались как никогда рано. Мы в мае месяце уже знали, что начались пожары в республике. Как вы думаете, какова основная причина лесных пожаров в этом году? Безусловно, здесь причина одна. Все-таки что ни говори, но глобальные изменения климата, они происходят. Мы видим, что у нас в Якутии становится с каждым годом жарче. И мы на самом деле сейчас живем самое жаркое, самое засушливое лето, которое было в истории метеонаблюдений Якутии с конца XIX века. Это точно так, это уже, как говорится, данные метеослужбы, которые опровергнуть практически нельзя. Несколько цифр назову. У нас средняя температура июня за 20 градусов, 20 с лишним градусов, так? Тогда как средняя должна быть 15 градусов. Это максимальный разрыв, который был в истории. Так? У нас по городу Якутску зафиксирован, например, максимум июня месяца тоже по температуре под 37 градусов. И это, конечно, самое засушливое лето. В июне месяце в центральной Якутии у нас выпало менее 2 миллиметров осадков. При норме 37 миллиметров, то есть 18 с лишним раз у нас меньше выпало дождей. В мае выпало дождей в 2 раза меньше, чем должно быть в норме. Соответственно, эта страшная засуха и очень сильная жара, конечно, они привели к тому, что у нас все засохло. У нас травостой очень плохой по ряду районов. У нас в тайге, те, кто сейчас в лес заходит, они видят, что на самом деле все абсолютно сухо, все пересохло, и болото, и озерца. Сам мох, все, и даже не то, что спичка, так, а даже стекла, которые там лежат, они уже служат при жаркой погоде как раз катализатором для возникновения очень больших лесных пожаров. А потом уже, если так посмотрим, конец мая, начало июня, все-таки там человеческий фактор был достаточно ощутимый. У нас 50 таких случаев зафиксировано, по всем ним идут расследования, уже больше половины, по-моему, уже и уголовные дела возбуждены, и их обязательно доведут до конца.
Связаны они и с неправильным там использованием огня при сельхозпалах незаконных, при охоте, при рыбалке. Вот. Ну а уже с середины июня и до сегодняшнего дня главная причина пожаров – это сухие грозы. 950 пожаров, вот, которые сейчас уже точно зафиксированы, возникшие от именно прохождения грозовых зарядов. От сухой грозы, многие этого тоже не очень хорошо знают, возникает до 35-50 термоточек, из которых, если их вовремя не придавить, ну, возникает уже несколько пожаров. Ну, понятно, так как сухие грозы у нас идут часто, идут очень большим фронтом, то их практически невозможно, наверное, даже вот по огромной территории Якутии их прикрыть, и в результате возникает большое количество пожаров единовременно. Вот у нас, если так рассказать, то вот большинство нынешних пожаров, которые вот как раз подступают к Якутску, это не пожары, которые не возникли не вчера, они возникли еще в конце июня. У нас 24, 25, 26 июня каждый день по республике возникало от 60 до 75 пожаров. Огромное количество, и, конечно, все наши силы были брошены на их тушение, но просто охватить такое огромное количество пожаров, вот считайте, за 3 дня свыше 200, а ведь до этого еще там каждый день по 20, по 30, 40 пожаров появлялось, так, и после этого появлялось там по 50, по 40, то, конечно, вот в этот был момент, когда вот эти ряд пожаров не были охвачены, и потом они вот разрослись. Вот. И поэтому, конечно же, мы сейчас понимаем, что сейчас вот уже немножко все-таки сухих гроз стало меньше, вот, и поэтому последнюю неделю мы на самом деле тушим гораздо больше, чем возникает новых пожаров. Вот за последние сутки мы потушили 27 пожаров, возникло 12 новых пожаров. Так, но это уже вот разница в нашу пользу. Вот, и уверен, что в дальнейшем мы так и будем опережающими темпами уже работать, тушить гораздо больше, нежели чем новых пожаров возникает. Но еще раз хочу повториться, основная причина наших пожаров – это природный фактор, это сухие грозы. Ну, все специалисты, все ученые здесь единого мнения. Александр Сергеевич, если говорить о глобальном изменении климата, действительно в этом году в Европе идут ливневые дожди, начинаются потопы, в Америке тоже аномальная жара. Это же может продолжаться. Как тогда в последующие годы тушить пожары? Безусловно, это очень серьезный вызов, который стоит перед нашей республикой, да в целом перед нашей страной, потому что Якутия – это 1/3 лесов России. И, конечно, и страна должна очень внимательно, бережно относиться к своим зеленым легким. С этой точки зрения, конечно же, нам надо ужесточать свое поведение в лесу, вообще всем. Уже не просто там следить за тем, чтобы не оставался там непотушенный костер, но я еще раз говорю, вплоть до осколков стекол, чтобы у нас за нами не оставалось в лесу. Это очень важно, это очень нужно. Во-вторых, конечно же, вот вопрос сельхозпалов тоже надо переосмысливать. Многие считают, что вот сельхозпалы это нужно делать, как и раньше делали. Но хочу сказать, что вот в прошлом сентябре, например, так, у нас город Якутск вот большую часть сентября был в дыму, вплоть до октября месяца, да, как раз из-за сельхозпалов, которые у нас за речи неправильно несколько прошло, и в результате были очень большие пожары. И сгорело несколько тысяч тонн сена, было очень огромное, вот еще раз говорю, очень огромный такой вот смог практически на огромной территории. Это говорит о том, что мы уже и установленные сроки сельхозпалов должны пересмотреть. Вот как говорят ученые, вот такие сильные периоды жары, они приходят где-то раз в 30 лет. Вот. Последний такой долгосрочный период был в середине 80-х годов. Мне об этом и специалисты лесного хозяйства тех времен рассказывают, и руководители республики тех времен. И хотя засуха была все-таки чуть меньше, чем сейчас, да, но она все равно была очень сильная, были огромное количество пожаров. В то время просто WhatsApp, интернета не было, так, поэтому, может, народ и не знал, что горят огромные пространства тайги. Вместе с тем, я прекрасно помню тот период, у нас в Верхнеюрском районе тоже пожары были. Я помню, что мой дед как раз вот эти все отжиги уже проводил, когда уже падал снег. Падал снег, а по весне он, наоборот, когда еще снег лежал, он этот вот как раз отжиг травы для сенокоса делал заранее, так? Вот. Но вот поэтому, наверное, в этой части я, в принципе, поддерживаю, что, наверное, такие отжиги травы нам надо делать, но контролируемые очень такие, чтобы безопасные были полностью. Но надо делать их, конечно, в более ранние сроки весной и в более поздние осенью. Это вот мы еще будем смотреть, и, может, если надо, какие-то нормативно-правовые акты у себя принимать.
Ну и третье, конечно же, надо увеличивать количество лесоохраны. Это и авиалесоохрана, и Якутлесресурсы. Здесь, конечно, мяч на стороне федерального центра. В прошлом году я этот вопрос президенту поднял. Президент тогда поддержал, дал поручение. Сейчас, наконец, вот правительство начало уже методику менять. Министерство природы внесло проект. Ну, мы надеемся, что все-таки методика будет пересмотрена, и Якутия будет получать соответствующие деньги. Мы не скрываем, я это везде говорю, что Якутия сегодня получает мизер по сравнению с другими субъектами на 1 гектар леса. Мы получаем чуть больше 6 рублей на гектар леса, так, в среднем по Дальнему Востоку 28 рублей, а в среднем по России за 100 рублей. Вот. Ну и, конечно, мы при такой большой разнице, конечно же, мы недофинансированы. А в чем сказывается это недофинансирование? У нас меньше людей, которые профессионально занимаются вот как раз авиалесоохраной, вообще в целом лесоохраной, так, и просто-напросто их уже летом не хватает. Если бы не помощь федерального центра и вот не эти 800 людей Федерального резерва, которые у нас уже здесь проработали за этот срок, да, я считаю, что у нас была бы, конечно, гораздо более страшная картина в этом году по лесным пожарам. Вы уже несколько раз говорили о помощи федеральных властей, о том, что к нам прилетели самолеты Б-200, вертолеты МЧС России. Достаточно ли помощи от федеральных властей, как вы думаете? Вы знаете, помощь на самом деле оказывается огромная. Во-первых, у нас сегодня здесь собрана огромная авиационная группа по тушению лесов. 2 Ил-76, 3 Би-200, 6 вертолетов федеральных сил, это МЧС и Минобороны. Это и Ан-26, вот, который зондировщик авиалесоохраны, единственный в стране. И многие считают, что вот этих Би-200, например, очень много, почему бы Якутии самой такой не купить, да? Но это на самом деле узкоспециализированный, очень дорогой самолет. Вот, его стоимость еще лет там 7-8 назад оценивала где-то $50 миллионов. Да? В то время они еще производились. С тех пор они, по-моему, даже и не производятся, но их всего на стране около 10, и они только в частях МЧС и Минобороны. И вот треть из них сейчас так, находится здесь у нас в республике. И 2 огромных Ил-76, которых тоже очень мало специализированных, здесь у нас тушат пожары. Вот. Кроме этого, этих сил еще и наша вертолетная группировка, 10 вертолетов тоже сейчас работает на тушении лесных пожаров. Поэтому с этой точки зрения авиатехники у нас, я считаю, сил достаточно. Ну и, конечно, сказывается также то, что вот аэропорт города Якутска, он в этом году не может принимать ни Ил-76, ни Би-200 из-за короткой полосы проводимого там ремонта. Поэтому она вся сосредоточена, у нас авиация на Западной Якутии и работает там по пожарам, которые там, поверьте мне, ну, ничуть не меньше, чем здесь. Это и в Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, других районах республики. Что касается наземной группировки, то, еще раз говорю, у нас в общей сложности 800 человек проработало. Сейчас некоторые из них уже выведены на своей территории. Сегодня 700 человек почти Федерального резерва работают у нас по всей республике. И на самом деле, благодаря ним мы смогли, еще раз говорю, и можем сегодня вот сдерживать натиск огня. Потому что это профессионалы, которые как раз занимаются очень важными вопросами именно при тушении пожара. Вот. Ну и, конечно, и наша республика тоже сама, у нас свыше 1000 человек работает, порядка 1500 человек на тушение пожаров, это местное население. Это и техника, несколько сот единиц техники так работает. В целом, я считаю, что здесь мы, там, где видим, что нужно укрепление, мы туда силы добавляем. Вот как сейчас по Горному району, где наиболее сложная ситуация, мы приняли решение усилить здесь автотехнику. Сегодня из города Якутска туда отдельный такой отряд перебрасывается на пожар. 25 единиц техники водовозной, водоливной техники. Туда перебрасываются также дополнительные силы людей, вот, потому что наша главная задача сейчас остановить эти пожары, их распространение и локализовать эти пожары. От этого зависит в том числе вот эта задымленность, которая у нас по городу Якутску имеется. Александр Сергеевич, у нас республика всегда славилась теми людьми, которые не стоят на стороне. Когда что-то у нас в республике случается, каждый хочет чем-то помочь, кто чем может. Да, мы видим, что собираются добровольцы, выезжают на ближайшие пожары, кто-то собирает деньги, провизию. Как у нас сегодня идут работы с волонтерами? Во-первых, конечно, я хотел бы от всей души поблагодарить и всех тех, кто трудится на тушении пожаров, всех тех, кто им помогает, всех добровольцев в том числе. Я горд тем, что у нас в Якутии много неравнодушных людей, которые не сидят там на диванах, пишут всякие ужастики в WhatsApp, так, а реально помогают
кто, вот как вы сказали, деньгами, кто отправляет какой-то товары предприниматели, кто-то на месте уже сам непосредственно в свободное или даже беря отпуск на работе едет и тушит пожар. Вот. Это очень важно. Так? Конечно, все равно основную нагрузку несут специализированные формирования, но помощь добровольцев, особенности в окаруливании вот этих пожаров, она очень важна. И, конечно, я искренне благодарен им. Очень рад, что сейчас вот такой штаб появился, Доброштаб. Так, там объединились люди абсолютно разных политических взглядов. Да. Я тоже рад, что вот мы, якутяне, понимаем, что политика – это одно, политические наши взгляды, а вот то, когда мы объединяемся ради спасения нашей природы, ради нашей земли, ради нашей Якутии, это совсем другое. Вот. И я уверен, что вот мы здесь, объединившись, конечно, сможем многое сделать для спасения наших лесов. Сейчас добровольческий штаб, он работает уже в связке с оперативным штабом республики. Оперативный штаб должен давать вот как раз направление, куда нужна какая-то помощь, материальная или человеческая ли помощь, так, для того, чтобы уже добровольцы тоже могли именно выезжать туда, где их помощь нужнее всего. И помощь могла материальная также поступать именно туда, куда она нужна. Вот. На самом деле республика сейчас тоже вкладывает огромные средства в тушение пожаров, хотя здесь тоже очень много разных разночтений. Я тоже читаю много вопросов, что вот республике дали 1 700 000 на тушение пожаров, где эти деньги. На самом деле, конечно, никаких 1 700 000 нам не давали, вот, пока еще. Вообще на все лесное хозяйство республики в начале года была выделена сумма 1 000 000 000 рублей. Вот. Это на содержание лесничества, на содержание лесного хозяйства, на патрулирование. А на тушение пожаров и на вот это как раз авиапатрулирование было выделено 258 миллионов рублей. Вот вся эта сумма была на все предусмотрена. После того, как пожарный сезон начался, я понимаю, что ситуация у нас критическая, обратился напрямую к Михаилу Владимировичу Мишустину, премьер-министру. Он поддержал меня и из резервного фонда выделил еще 379 миллионов рублей. Вот. Ну и 76 миллионов мы еще дополнительно средств из республиканского бюджета выделили. Это вот как раз все те средства, которые сегодня, как раз за счет которых мы оплачиваем и всю авиацию, ну вот эти все топлива, перевозку людей на пожары, работу вертолетной техники, это тоже на самом деле огромные расходы. Так? Ну и, конечно, вот уже на местах снаряжения, на местах работы и так далее, людей, в том числе мобилизованных, они же тоже через Якутлесресурс оплачиваются, средства тоже все в рамках этих сумм. Но мы понимаем, что этих денег не хватит. Сейчас с Рослесхозом у нас договоренность есть, что вот как мы сейчас начнем отчитываться, то, конечно, будем уже дополнительно выходить на правительство Российской Федерации с запросом на дополнительное финансирование. Александр Сергеевич, сейчас мы стоим в аэропорту города Якутска. Невооруженным глазом видно большая задымленность в городе Якутске. Такая задымленность стоит уже несколько дней. Как вы думаете, сколько еще будет стоять этот смог в городе Якутске? Я здесь обманывать не буду, что смог исчезнет сегодня или завтра. Да. Дело в том, что на самом деле эти пожары очень большие пожары. И, во-первых, их надо сначала локализовать, ну и потом уже приступить к интенсивному тушению. Мы, конечно, не будем ждать, пока они сами дотухнут. Достаточно серьезно будем заниматься их уже тушением на месте. Так. Сейчас главная задача, еще раз говорю, вот, которая поставлена перед нашим оперативным штабом на месте в Горном районе, так, который в сегодняшнее время возглавил Иннокентий Михайлович Андросов, опытный руководитель, стоит в том, чтобы именно вот эти пожары локализовать. Вот. Мы бросим на это все силы, мы надеемся, что это в ближайшие дни сможем достичь. Вот. Ну и при помощи уже, в том числе и искусственных осадков, которые вот сегодня уже начинаем вызывать здесь по Горному, по Вилюйскому району, так как появилась определенная, ну скажем так, перспективная для дождей облачность, мы надеемся, что все-таки ситуация начнет улучшаться. Вот. Но, конечно, еще раз говорю, пока вот говорить, что вот завтра, послезавтра дым из Якутска уйдет, мы не можем, но прогноз у нас оптимистический. Еще раз говорю, самое главное, что мы сейчас смогли достичь, то, что количество пожаров с каждым днем становится меньше и меньше, ну и, соответственно, с каждым днем уже становится площадь горящих лесов на территории Якутии. И еще раз за это огромное спасибо всем тем, кто, не жалея себя, трудится на тушении этих пожаров. Спасибо, Александр Сергеевич, что нашли время и ответили на наши вопросы. Надеемся, что мы все вместе справимся с лесными пожарами уже в ближайшее время. Спасибо. Спасибо.